Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня впервые в гостях у нашей передачи стопроцентный журналист, хотя сам он утверждает, что он уже давно не журналист, и тем не менее Алексей Венедиктов, главный редактор радио «Эхо Москвы». Алеша, здравствуй, дорогой. Добрый день. Очень рады тебя видеть у нас. Ок. Алексей Венедиктов, пожалуй, самая известная и самая узнаваемая личность в российской журналистике, не считая, конечно, нескольких телеведущих. О своей узнаваемости он позаботился даже, скорее всего, о том не думая, еще тогда, когда и не был никакой медиазвездой. Внешний образ сконструирован и культивирован давно. Растрепанная, иногда стоящая дыбом грива вьющихся, теперь уже седых волос, борода с усами своего собственного фирменного стиля, смешавшего русского дореволюционного интеллигента с французским мушкетером, рубашка в клетку, красная куртка, благодаря которой взгляд или объектив сразу выхватывает его из любой толпы. Но главная причина известности и узнаваемости Венедиктова – это, конечно, радио «Эхо Москвы», которому он посвятил жизнь, превратив в самую знаменитую, без всякого сомнения, радиостанцию России, если вообще не самое знаменитое российское средство массовой информации. Кажется, даже те, кто «Эхо Москвы» не слушает, все-таки в большинстве своем знают, что такое на свете есть. Конечно, Венедиктов сделал это радио не в одиночку, а придумали «Эхо» и вовсе другие люди. Но «Эхо Москвы» сегодня — это прежде всего Венедиктов, его динамизм, его информированность, его искусство дружить с людьми власти и при этом сохранять от них независимость, его сочетание азартности и боевитости с умением идти на компромиссы, но в разумных пределах, не приводящих к потере лица, его мастерство блюсти позицию над схваткой до такой степени, что иногда даже начинает казаться, что позиции вовсе и нет, что он, Венедиктов, то есть оно, «Эхо Москвы», как говорится, и нашим, и вашим. Но это лишь обманный финт Алексея Венедиктова «Сиречь «Эхо Москвы». Позиция, конечно, есть. Она в том, чтобы дать возможность в нынешние, по блоковскому выражению, года глухие, звучать и резонировать здесь, в России, иному, нежели официальное, слову и мнению. Леш, ну ты все время на виду, особенно в последние годы, в последнее время, уже много лет на самом деле ты. Это «Эхо», «Эхо» — это ты, и ассоциируешься ты полностью с «Эхо Москвы». Тем не менее, в общем, большая и важная часть жизни прожита до того, когда не было еще никакого «Эха». С чего все начиналось? Я знаю, что ты с Покровских ворот, и опять же, многое связано с этим. Фильм любишь? Ну да, это фильм про нас, про мальчиков с Покровских ворот. Чуть пораньше, чуть постарше ну, да, они. конечно, все-таки я 55-го года, я уже постсталинское поколение. Тогда Покровские ворота, чистые пруды, коньки в 3 года на замерзших чистых прудах. Проваливались под лед, вытаскивали. Ну, такой... Оркестр играл еще? Оркестр играл довольно долго после этого. И во время, и после этого. Все играло. Там драки. Тут недавно выяснилось, что моя школа была недалеко от школы, где учился Александр Волошин, бывший глава администрации. И мы ходили в 10 лет на кулачки, школа против школы. Может, я когда бил ему морду, может, с тех пор он затаил. Я не знаю. Бывало. Но это все чистые пруды, это бегание по бомбоубежищам, лазание по чердакам, казаки-разбойники, любимая игра в этих переулках всех слева и справа от чистых прудов. Да, чистопрудные мы, центровые. И ведь, между прочим, в общем, одна из немногих таких частей Москвы, которая более-менее сохранилась с этими переулками. Знаешь, что интересно, что сохранилось? Вот, скажем, Патриаршие пруды, они полностью сейчас заселены приезжими. Полностью. Ну, да. Там дорого, богато. Они называют это Патрики, что меня нервирует, страшно и злит, потому что никто из москвичей не скажет Патрики. Никто же не говорит чистики. Ну, конечно, правильно, да? Конечно. На чистых прудах, я продолжаю там жить, там люди остались, там остались люди, там не очень престижно,
Там, я, например, живу в доме, где живут актеры-современника. Он когда-то, напротив, он когда-то был построен до современника, и когда сын был маленький, мы несколько раз заливали Марину Ниелову, ее квартиру, значит. Вот. Потом ребенок вырос, он видит список жильцов, говорит, а что это за фамилия Миллиотти? Я говорю, как ты не знаешь? Великая Миллиотти. Он говорит, нет, Миллиотти, набор букв, звуков, Миллиотти. То есть там все осталось вот... в лучшем виде во времена детства. Конечно. А «Современник», напомним, это же был кинотеатр «Колизей». Кинотеатр «Колизей», там вообще была тройка кинотеатров. Был Бермудский треугольник, московский «Аврора», «Колизей», «Спартак». Это был такой треугольник, где терялись люди, потому что они шли с кино в кино, там все время шли разные фильмы, и нужно было за 10 копеек утром, значит, билет на один фильм, потом там бежишь в другой кинотеатр, другой, третий. Так мы бегали там от Земляного вала до Покровских ворот. Грандиозно, грандиозно. Я знаю, что отец погиб за несколько дней. За 10 дней. За 10 дней до твоего рождения. Он был военным, моряком, подводником, если я не ошибаюсь. Это все-таки вот не такая частая история, как бы вот отец есть в твоей жизни и нет его. Вот. Нет, отец сохранился только в виде фотографий и легенд. Но поскольку рядом жила бабушка, мать отца, Нина Абрамовна Даховичная, часто туда уходил, потому что, был беспризорником практически. Мама вышла замуж, у меня появился отчим, когда мне было 7 лет. Было не сильно комфортно, мы жили, соответственно, с сестрой, другой моей бабушкой, коммуналка, что там, 2 комнаты, значит, мать с отчимом, мы с сестрой и бабушка такая была. А что и сестра? Сестра, да. Вот, помладше. И я уходил, гулял, а иногда ходил вот к бабе Нине, как принято говорить, у нас было, столоваться. Уже в 14 лет уже, а так вообще на улице жил. Отец остался в виде легенд, это правда. И потом уже, когда я в советское время закончилось, а он был похоронен на военном кладбище на Дальнем Востоке, когда его закрытом, когда я хотел уже съездить, уже там в зрелом возрасте туда, а кладбище-то уже заросло, его уже нету, его нету там. И ничего ты не нашел, нет? Я фотографии ничего не нашел. Кладбища нет. Я не поехал, я стал выяснять, это же где-то на базе там, понимаешь, отзвонили, все, просто заросло, и все, и нету. Это военного кладбища больше нет. Вот, такая безотцовщина, это правда была. Но зато, знаешь, сейчас скажу страшную вещь, в этом был, наверное, плюс, потому что жил в легенде. Да? То есть вот у меня память об отце абсолютно чистая. И у Алешки в комнате висит его фотография морская, где он еще нахимовец. Вот это твой... То есть ты поддерживаешь эту легенду? Что поддерживаешь? Это твой там, соответственно, дед, да, дед. Тоже в виде фотографии на белой стене, что называется. Вот дома висит. Никогда не видел, за 10 дней маме не говорили, чтобы не пропало молоко, говорили, он в походе, лодки в походе. И вот через 2 месяца ей только сказали, или через 3 месяца, что он погиб. Фамилия Даховичная уже прозвучала, богатейшая же, что называется, по своим талантам род, совершенно такой, значит, богемный. То есть это брат матери, тот самый Даховичный, который автор скетчей для Миронова. Это брат бабушки? Это брат бабушки. Это брат бабушки, который автор скетчей Владимир Даховичный. Владимир Даховичный, киносценарист, автор знаменитых скетчей для Миронова и Инакера и многих других. У бабушки была огромная библиотека, тут надо вот что сказать. И там впервые я увидел вот этот 86-томный Брагаус и Ефрон, энциклопедию дореволюционную, естественно, первый мой опыт неформальной советской литературы, скажем так, не досоветской литературы, не советская, антисоветская, Катя. И я как раз вот где-то в 12 лет я понял, что я хочу, сказал, у бабушки все вот в этой семье, я начал это собирать по тонику и собрал. 82 плюс 4 дополнительных. Покупал сначала, помню, по 50 копеек, потом они стоили по рублю, потом вот надо было ходить. Я познакомился со всеми букинистами в центре, ходил и ныл, вот такие. Это сколько тебе лет было, когда ты собирал Брагауза? Начал в 12, закончил в 18. Да, вот такой том, такой-то, до сих пор стоит. Там оторванный, букинистическая история. Вот, но там была очень хорошая всегда библиотека. Для меня было важно. Я, как ты понимаешь, Владимира Абрамовича
Он не знал, но там был и другой брат бабушки, Юрий Иванович, и Ваня Доховичный, актер Опять театра же, Ваня, на конечно, Таганке. замечательнейший актер совершенно. Да, который потом там... замечательный режиссер. Да. Но больше всего люблю, конечно, как актера. Ваня замечательный. Неповторимого Коровьева, совершенно любимого. Это потом был, а он на домашних всяких наших там бывавших встречах, он, знаешь, вот прикидывался, что называется, актер, ну прикиньте. Он тоже делал такие. Ну вот как-то, то есть, жил я на улице. Жил я на улице. То есть, но все-таки к этой богемной такой обстановке, к богемной жизни. Мне было 12-14, нет. Я это все наблюдал, потому что потом эта большая семья, значит, дядя Юра уехал, дядя Володя, в смысле, отъехал в другую сторону Москвы, там дяди Володи уже не было, и нет, только бабушка покормить бульончиком. Но бабушка тоже ведь человек, что называется, с биографией. Архитектор, инженер-строитель. Один из авторов проекта, опять же, как я вычитал, «Гостиница Украины». Да, она интересно про Фурцеву рассказывала просто. Вот все время у них какие-то все время были отношения во время строительства. Вот, сложные или наоборот сложные, хорошие? очень сложные. Они обе были очень сложные женщины, как я понимаю. Вот. Но, тем не менее, вот еще раз повторю, что меня эта вот богемность не коснулась никого, кроме вот Ивана Доховичного, дяди моего, да, я не знал. Не знакомил ни с кем, да и мне было не очень интересно. Я повторяю, мы дворовые. Вот Путин у нас питерский двор, а я московский двор. А я так немного, так сказать, выстроил мыслительно твою биографию, я подумал, что вот ты такой был человек, воспитанный женщинами, потому что все-таки бабушка, мама, все-таки это есть. А мы помним по 8,5, что человек, воспитанный женщинами, это особая всегда такая немного судьба. Это судьба человека, у которого культ женщины такой, так сказать, на всю жизнь остается. Это есть. Это конечно. Повлияло, серьезно, конечно. Ну и потом во дворовых этих схватках, мы же все, как раз вышел, в каком году-то вышел, в 65-м, что ли, фильм «Три мушкетера», я имею в виду французский. Вот, и мы все играли беспрестанно, у нас беспрестанно, а в женской роли-то была Миледи, никто не хотел бы на сей играть, никто не хотел быть Констанцией. И мне все время приходилось, я выбрал себе роль Атоса, но уже потом уже понял, что Арамисом быть лучше. То есть твое это Арамис все-таки, да? Ну, в конечном итоге, да, сначала был Атос, ну а потом уже где-то лет в 15 я уже ушел на Арамиса. И с женщинами проще, с девчонками проще, и с властями. А «Три мушкетера» все-таки пришли через кино, не через книгу? Нет, «Три мушкетера» пришли через книгу. Это была моя первая книга, которую я сам прочитал в 5 лет. Вот я уже умел читать в 5 лет, и первая книга, которая попалась мне под руку, даже не знаю почему, «Три мушкетера» такой томик разорванный, естественно. Вот, болел, по-моему, ангина была. А все дальнейшее, когда руки дошли до продолжения? Ты имеешь в виду Дюма? Да. Никогда. То есть, это уже в взрослом возрасте, совсем взрослом возрасте. Нет, там у меня уже пошли дети, господи, что я говорю, «Капитан Блад», «Приключения капитана Блада», пошел Жюль Верн, «Майн Рид», если говорить вот из этих вот приключенческих вещей. «Капитан Сорви голова» Бусанара. Вот это мое чтение там от 5 до 14. В основном вот это. И Бальзак. Почему-то. Ты рано пришел к Бальзаку? 30 томов стоял. А какая разница? Взял, потянул том. Особенно, когда болеешь. Взял, потянул один том, другой том. Вот так подряд там что-то еще там сыпалось. Между прочим, грандиознейший писатель. Я сейчас перечитываю который раз писатель. «Утраченные иллюзии», и это все до такой степени питает понимание современной жизни, какой угодно. Отец писатель. Говорил. Да, например. Да. Нет, немыслимый совершенно писатель. Леш, скажи, а вообще вот что такое для тебя твое детство? Это двор. Это двор, я уже говорил, это бомбоубежище, это крыши, чердаки, дружки, не скажу друзья, дружки, потому что ни с кем не остался, подвалы. Это двор. Но это двор, это дворовая команда. Но это счастливая такая пора? Да, конечно. Абсолютно безоблачно счастливая. Безответственная. Теперь понимаешь, что она безответственная. Она была абсолютно безответственной. Я был свободный абсолютно, повторяю, да, как живущий на улице, во дворе, не на улице, вру, уличные это другие, дворовые. Вот. Двор это все-таки замкнутое пространство. Значительно, хотя это проходной двор был от улицы Чернышевского. Да, вот, но это, да, я особых облаков не вспомню. Наверное, были какие-то, как всегда, детские обиды, какие-то там детские там враги, там, это все. В школе был лидером?
В школе, знаешь, в школе ведь лидер понятие растяжимое. Я книжный мальчик был. В школе я был книжным мальчиком. Была другая ипостась совсем. Такой умник и знайка. В школе учился очень хорошо, а до 8 класса, ну, если не отличник, то по-русски у меня всегда было 4, никогда не знал знаков препинания. И всегда заменял запятые тире. И когда меня там как Андрей Белый. Литературу сказали, я говорю, это авторский знак. Говорят, что я уже в 5 классе говорил, это авторский знак, но я этого не помню. Вот, но, то есть в всяких КВНах, вот там я был лидером. Вот в таких вот, в КВНах, в спектаклях, наверное, был лидером. А во внешкольной нет. Школа была французская, я был не лучшим, имею в виду с изучением французского языка, я был не лучшим знатоком языка, он меня не очень интересовал, честно говоря. Не придавал ему значения, все-таки больше по истории. Но при этом у меня хорошо была математика, химия, история. Вот это все, то есть я все время мог... То есть ты как был нечистый такой гуманитарий? Не, у меня долгое время был выбор между химией и историей. Но когда мы пришли на органику, на органическую химию, я понял, что мне это скучно. Вот неорганическая, мне все это было безумно интересно, опыты, там, то есть взрывать все вот это. Набор «Юный химик» в эту самую 2 раза взорвал унитаз в коммунальной квартире. Закрывался, там у нас было 1, 2, 3, 4 семьи. Я закрывался в «Юном химике» там в ванной или в туалете, проводил опыт, это все разлеталось, все естественно. Ну, на радость там. Да, почти 15 человек. Да, больше чуть, да. Но вот я не был чистым гуманитарием, мне до сих пор интересно. И физику я хорошо знал, и математику я считал хорошо в уме. У меня был лучший устный счет, тут надо было посчитать быстро, у меня был лучший устный, я там бил все рекорды. Замечательно. А кем хотел стать такой? Банальный вопрос. С 5 вопрос. класса учителем истории. С 5 класса. Да, абсолютно точно выбрал и тупо на это шел, именно не историком, а учителем истории. Хотел рассказывать то, что я вообще рассказчик, что другие не знают, а я знаю. Значит, учитель раз, ну, история там, или химия, да, потом учитель истории все-таки был. И вот, и я так тупо шел все эти 5 лет с 5 по 10 или 6, и потом в институт. То есть пединститут, в общем, не самый престижный институт, это, так сказать, не вынужденный выбор, нет, а сознательный абсолютно совершенно. Никакого никогда ни МГУ, ни МГИМО в голове не было просто. Неинтересно. Я вообще человек, который, как мне говорят мои друзья, всегда занимаюсь только тем, что мне интересно. И вот что-то там неинтересным заниматься я не хочу. Но мне скучно, я занимаюсь этим плохо. Вот сразу становлюсь другой. Мне плохо, и я начинаю банально этим заниматься, неинтересно. А вообще вечернее отделение? Не добрал полбалла, получил 3 по русскому языку на сочинение. Естественно, знаки, препинания, да. И по истории получил 5 с 3 крестами, что называется. То есть, это вот с рекомендацией, грубо говоря, и был зачислен, не добравший полбалла на вечернее отделение, пошел почтальоном работать. И там 4,5 года работал почтальоном. И учился в школе, в институте, на истфаке МГПИ. Институт этот, при том, что я сказал, что он не престижный, но мы помним, что он дал и Кима, и Висбора, и... Они постарше. Они постарше, естественно. Вот я и хотел спросить, а в твое время? В мое время. Это был незаурядный, в общем, еще институт? У нас были незаурядные люди, потому что в эти годы началось гонение на историков, а это вторая половина 70-х годов, и люди выгонялись как раз из МГУ, преподаватели, причем и западники, и славянофилы, и мракобесы, вот была такая серая линия. И поэтому они приходили, их брали в МГПИ и отправляли читать на вечерний. Да, скажем, Владимир Борисович Кобрин, замечательный, который у меня вел семинар. И были люди, которых сейчас мы бы назвали славянофилами и мракобесами, и которые бы в газете «Завтра» бы работали. Они были блистательными историками, тоже нас вот как бы учили. И поэтому... Нам хорошо преподавали, несмотря на вечерний, потому что преподаватели были блистательные. Но мы же были вечерники, сдавать древний мир, древний Вавилон. У нас же были и мужики, которые с работ, например, были люди, которые должны были получить офицерское звание. Конечно. Им нужно было получить офицерское звание. Да, они без высшего образования не могли офицерское звание получить. И там Навуходоносор выговорить было сложновато, а одного парня, мужик он был, мне, соответственно, было сколько, 18, ему было 40, вот, он вышел прямо с древнего мира,
И говорит, какой ужас, я вместо тиглат-полосар сказал тигра полосатая. Она решила, что я над ней издеваюсь, я выговорить не мог. Понимаешь? Я говорю, ну как же, тиглат-полосар третий такой, хороший парень такой, кровавый. Вот. Но вот было такое. Очень дружили, помогали друг другу. Вот это вот, я был младшеньким, да, естественно, сразу после школы, они все уже там отслужившие ребята во многом. Там самая замечательная история была с фильмом «300 спартанцев». Так. У нас была замечательная преподаватель древнего мира Ильинская, которая никогда не ставила ни 4, ни 5 на первой сдаче экзаменов, да, на первом семестре. И как раз вышел фильм «300 спартанцев». Ну, старый фильм, естественно, замечательный. И она сказала, кто найдет 7 ошибок в этом фильме исторических, поставлю сразу зачет. Что делаем мы? Мы собрали деньги со всего курса, выкупили зал кинотеатра «Горизонт» по 10 копеек. Как сейчас помню, 38 рублей 30 копеек. Я отвечал, идея была моя. «Горизонт», ну, то есть это близко к вам. Конечно, да. Перейти дорогу. Попросили при включенном свете показывать нам 300 спартанцев. Записывали, сверяли, и все сдали ей. Все эти ошибки сдали. Там флейта не та, там обувь. Ну, понятно. Еще, небось, больше, чем 7 нашли, конечно, да? Конечно. И, честно, весь курс получил зачет. Вот она все поняла, но как до сих пор помню, вот кинотеатр «Горизонт», 10 утра, суббота, потому что все работающие люди. Пришли, сняли зал. Вот, и посмотрели 300 спартанцев при включенном свете. Говорит, смотри, у него флейт. Смотри, флейты другие были, ну проверь. Никакого интернета не было, проверить невозможно было. А чья идея была? Ну, да, когда обсуждали, не знаю, сказали, давайте посмотрим вместе. Нет, история о том, чтобы посмотреть вместе, была, да, но чтобы снять зал, да, там, я думаю, кого-то из офицеров наших. Таких практичных мужиков. Ты сказал, что 4,5 года почтальоном. А что это тебя так втянуло, что ли? В этом тоже ты нашел какой-то смысл? Да, это рядом с домом. Во-вторых, я начинал работать в 6 утра и заканчивал в 10. То есть ты свободен день свободен, а вечером с утра выпил, день свободен. Абсолютно. Да. И в-третьих, у меня в этом доме попало несколько историй. Во-первых, у меня в домах, которые я обслуживал, жили иностранные корреспонденты. Замечу я, что это середина 70-х годов, это Солженицын в 74-м выслал. Да, то есть это вот борьба такая идеологическая. Но они получали иностранные газеты и журналы. Вот оно что. Вот оно я их задерживал на один день. Свои французские я читал, английскими делился с товарищами. Потом мне возвращали, я кидал им туда. А как ты это вскрывалось же все было, я помню, запечатано. Они в тубе такой были. В тубе таком, да. Вскрывал, да. Вот. Нет, ну потом и клал. Все получали, ничего не крал. Начиная от плейбоя, извини, в советское время, да, и Парибач, Монт, Либерсион, вот. Это была история. Все журналы я читал, литературу художественную, потому что их было очень много. И еще в одном из домов жил Сергей Адамович Ковалев, диссидент, которого, значит, тогда прессовали сильно, а потом арестовали, и пришла такая инструкция, все письма, которые поступают Ковалеву, изымать и сдавать начальнику почты. А он жил в моих домах, которые я обслуживал. Как сейчас помню, улица Бакинских комиссаров, дом 7, корпус 4. Не помню номер квартиры, но вот то есть это юго-запад? Да. Никаким диссидентом я не был, но меня как-то возмутило изъятие почты. Я доставлял. Я не выполнял эту инструкцию. Моя первая борьба с режимом. Не выполнять указания. Да, вот и все. А он говорит, я удивлялся, потом мы с ним говорим, говорит, я удивлен, что письма приходили, как это может быть не раскрытые. Он зафиксировал это, да? Ну, наверное, потому что другие-то мои коллеги вечерние, они же изымали, видимо, а я как утром приходил и кидал все. Причем я поднимался на этаж и в дверь вставлял письмо. Не в ящик, а в дверь. Грандиозно. Это такой протест был, знаешь, но нечестная история. Ну вот к вопросу, к вопросу о протесте. Ты сказал, что диссидентом ты не был, но такое критическое отношение, скептическое. Ты знаешь, во-первых, я много читал. Нет, смотри, я не слушал, извини меня, ни одной радиостанции до архипелага ГУЛАГ. Вот архипелаг ГУЛАГ, когда стали читать там по свободе, да? Свобода. Да, я включил, да, это свобода. Я включил и стал слушать. До этого я радио не слушал. Это, соответственно, 70-е, не помню, как второй, третий, четвертый. 70, да? Ну, вот где-то вот в этом, да. То есть это был мой 9, 10, 11. Это первое. Второе, поскольку у меня все букинисты были знакомые, я там, например, скупил все стенографические отчеты партийных съездов, которые были запрещены к продаже, но букинисты из-под полы, естественно, продавали, скупали, продавали. 14, там, товарищ Троцкий, товарищ Бухарев, я все это знал. Вот у меня все это было. И я все понимал, что не так однозначно, как это вот в школе. В-третьих, у меня был интерес к
ну, к поэзии я не скажу, но к литературе, и я скупал дореволюционных, покупал, не скупал, там то, что не печаталось, Мандельштама, Белого, вообще футуристов, да, было интересно читать. И, видимо, это был тот фон, а что запрещают-то? Запрещают-то? Я ходил на книжный черный рынок, я скупал там то, что я хотел. Причем я не покупал посев, мне было неинтересно вот это. И первый раз, по-моему, первая моя книга, ну кроме «Архипелага», которую я купил вот в этом самом, это были «Гадкие лебеди» Стругацких. Я был большой фанат Стругацких. Но я точно понимал, что это про Советский Союз уже. Она была в таком жутком, машинописном, сфотографированном, да, то есть машинописный, сфотографированный текст переплетенный. Ну, да. Как сейчас помню, купил за 40 рублей, безумные деньги. На то время безумные просто. Средняя зарплата была тогда 80, ну, за средняя зарплата. 40 рублей стипендия студенческая. Да. Вот, и «Гадкие лебеди», да. Поэтому, ну, и вообще начинал понимать, что очень много лицемерия, особенно когда в институте я пошел, когда я столкнулся с настоящими преподавателями, и когда там были дискуссии по поводу истории, там, по поводу там, войны, и о Власове я узнал в институте, о французском движении сопротивления я узнал в институте. Вот, и все это было настолько неоднозначно, что я просто вот это все вот забывал обычное. Да, и мне хотелось все время анализировать глубже. Это, естественно, вызывало критический взгляд на действительность. Специально ничего, ни в каких организациях. Книги, это меня привели книги, газеты. Ну, Солженицын, конечно. Ну, а повторяю, я только его слушал с ужасом. Ну, да. С ужасом. И такое критическое направление ума, как сказали бы классики критического реализма русского. Я бы сказал, исследовательский. Сформировалось. Если чего-то не совпадает, значит, либо тут неверно, либо резьба не та, понимаешь? Поэтому нужно искать ту резьбу. Поэтому у меня вообще это в голове всегда, до сих пор. Что из художественной литературы в тот вот период, помимо Стругацких, уже когда я взрослый, формировало? Да? Когда я взрослый. Ну, во-первых, это была там мировая кладь, ну, то, что было модно, там, Тонтон Уайдлер, скажем, да, и мартовские иды. Я недавно вспоминал просто, когда меня один мой приятель спросил, вот скажи мне, пожалуйста, вот Путин это что? Я говорю, это Цезарь. Но это Цезарь литературный. Перечитайте мартовские иды. Да? Вдруг вспомнил Тонтон Уайдлер. То, что было в «Иностранке», то, что было в «Новом мире», да, и в «Октябре», и Булгаков пошел очень быстро и хорошо, пьесы шли очень тяжело. Ты знаешь, я был обычный московский мальчик, у меня не было ничего, я вот не сидел вот так вот ночами, то есть лежал, да, но я очень быстро читаю, могу страницами читать, уже в школе научился вот так вот читать, вот так страницами, не вот так, а вот так. То есть как фотографировал страницу очень быстро. И потом я ушел на документалистику. На документалистику, на воспоминания, на мемуары. Мемуары маршала Жукова, сначала одни, потом посмертные. Очень много у меня стояло военных мемуаров, изданных во времена Хрущева, да, когда там люди расписали Рокоссовский. Все маршалы, все маршалы и генералы. А потом, после школы, уже у меня, поскольку в гостиницах стали продавать «Фигаро» и «Монт», я читал уже «Фигаро», я покупал, очень дорого, 60 копеек. Я покупал, читал. Кстати, готовясь к диплому, я прочитал впервые полностью доклад на 20-м съезде. В газете «Монт» на французском языке. Опять же, на французском языке. Да. Вот, понимаешь, случайно наткнулся, в каталоге смотрел, А потому что он на русском языке, он как бы и не существовал. Он не существовал, нет. Ну, во всяком случае, он был мне недоступен. В газетах он не публиковался. Он практически, по-моему, не существовал. Он существовал либо в спецхране, либо вот в виде этих краткого такого саммери, который на всех партсобраниях тогда, значит, огласили. Ну, а из поэзии, как я понял, это все-таки Серебряный век, да? Ну, Мандельштам был одно время когда-то. Остается Блок, остается Пастернак, остается Мандельштам. Остается Симонов, кстати, почему-то. Не знаю почему. Из того, есть несколько хороших стихов, чего-то есть. Не знаю почему. Есть. Скажи... Давид Самойлов номер 1 для меня. Не Слуцкий. Не Слуцкий. Давид Самойлов. Понятно.
большинство наших выпускников, нашей школы именно, да, согласятся вот с тем определением, которое, ну не то что определение, но, наверное, ощущениями, которые я могу дать вот тем годам и вообще школе, и преподавателям, и вообще всему, что вокруг нас было, да, это среда определенная, вот рафинированная, я бы сказал, такая, да, однородная, культурная такая среда, да, школа с сильным преподавательским составом, и она была, собственно говоря, у нас даже такой назывался, я не знаю, насколько этот статус был серьезно закреплен, я, честно говоря, нигде в своей жизни потом не встречал такой формулировки, у нас была школа с эстетическим уклоном. У нас работал кинотеатр в какие-то вот середины как раз 80-х, там, наверное, 83-84 год, который, собственно говоря, Алексей Алексеевич придумал, как бы, да, и продвинул саму идею, и подбирались интересные фильмы, показы делались того, что в то время, может быть, не всегда шло в кинотеатрах. Мы имели традицию осенью собираться на день обжорства. Девчонки что-то пекли, да, там, ну, мальчишки что-то приносили, может быть, там покупали в магазинах, да. Это было море чая, да, вот это море сладкого, да, и разговоры. На самом деле это... Я с удовольствием вспоминаю вот эти встречи, да, когда это действительно какое-то вот общение волнами, да, которые приходят, и ты вот в этом как купаешься, как бы, да, это на самом деле при том, что мы практически всегда виделись в школе, да, там и со своими одноклассниками, просто это новая форма, которая позволяла нам вот получать дополнительное то, что мы не могли получить в школе. Он, в принципе, человек достаточно... Ну, я бы сказал так, жесткий, и он таким был в школе, таким был вне школы, вне стен, и я уверен, что он такой же абсолютно на том месте, где он сейчас работает. Он на самом деле очень такой открытый, живой человек, да, и вот как любой живой человек, он, что называется, все его эмоции вместе с ним, они никуда не исчезали, когда он идет какой-то диалог с ним, как с главным редактором, он рассказывает о каких-то изменениях, я абсолютно точно узнаю его в те школьные времена, как он, собственно говоря, всегда и строил свое общение и с детьми, и с коллегами, и преподавателями. То есть этот человек, в общем, не изменился. А что тебе дало учительство? Учительство мне дало то, что я имею сейчас. Учительство мне дало умение правильно. Ты же не можешь двойку поставить. Человек стоит у доски. Поставить двойку, что ты будешь с ним второй год валандиться, ты должен его вытянуть на тройку. Значит, правильно задать вопрос и вытянуть человека. Или завалить человека. Да? Это дает учительство. И, соответственно, поэтому я лучший интервьюер. Это учительство. Это 100% учительство. А ты сам дошел вот до такой философии учительства? Потому что ведь далеко не все учителя это как бы такими движимыми мотивациями. Когда я стал уже журналистом, я понял, где черпать. А тогда очень быстро прошло. Значит, я пришел самонадеянный. Значит, мне было, соответственно, 22. У меня были дети 17 лет. Это, знаешь, что это же очень тяжело. Жизнь, это очень легко, ты их жизнь ломаешь, конечно. Ты ставишь двойку и даже не понимаешь, что из-за этого они получают плохой аттестат и не поступают в такой институт. Нет, это я понимаю, я имею в виду наладить какую-то коммуникацию. Это я всегда был коммуникативным, это у меня никогда не было проблем, никогда. Но вопрос заключался в том, что я изначально, как любой молодой самонадеянный, занял неправильную позицию. И только на 5-й год своей работы я, например, принял для себя внутреннее решение не ставить двойки в начальных, в 5, 6, 7 классе, потому что я случайно узнал, что там несколько семей лупят. Зачем? Да пошли они. Вот. Я не ставил, просто там выкидывал дневник, иди отсюда. Все. Но двойки вот у малышей не ставил. Но бывали безобразные вещи, бывали с моей стороны конфликты. Например, я вошел в конфликт с 7-классником. Как может учитель войти в конфликт? Может. Значит, я каждый день его вызывал к доске, он говорил, я не учил, оставил 2. У него такая выстроилась такая, знаешь, вот в журнале 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Орнамент, да. Ну, я идиот, конечно. Ну, чего я зацепился? Ну, что-то я с ним зацепился. Но эта штука меня однажды спасла. Очень смешная вот эта история, на котором я перестал ему ставить двойки. На меня написали донос, как обычно, что я не так преподаю историю, и что, значит, я тащу евреев. Значит, русским ставлю двойки, а евреям ставлю 5. Донос был. Приехали ребята как бы из РАНО, молодые парни в РАНО не служили, пришли к завучу, затребовали журнал
7-го, по-моему, Г, сейчас пытаюсь вспомнить, в каком классе, они открыли, увидели напротив фамилии Рабинович. Вот эти 2, закрыли и уехали. Понимаешь? Они пошли по доносу проверять. Все, я потом сказал Мише Рабиновичу, сказал, что давай мы с тобой больше ссориться не будем. Да, потому что, нет, когда мне завуч рассказал, нет, я не стал это рассказывать, но мне завуч это рассказала, вот, и сказал, слушай, ну, извини меня, пожалуйста, наверное, я не прав, давай ты там что-то сдаешь, там, больше тебе двоек, ну, вот какая-то, ну, бывают такие вот, знаешь, вот вошли в клинч, ну, конечно, заскочило и все. А здесь ты должен как бы неверно свой авторитет поддерживать. Нет, а школа для меня была, ну, надо все-таки помнить, что я там жил отдельно от семьи с 17 лет, там удалось снять квартиру, уже снимал квартиру, потом разъехался и получил однокомнатную недалеко от школы. И это была моя семья, дети мои, была моя семья. И ты рано повзрослел очень раз. Да, совершенно верно. Я для них, ну, мы начали ходить, понимаешь, в походы. У моего класса, мне 17, им 10. Мы в этом году будем встречаться, 30-летие выпуска, им 47, представляешь? Вот, и, собственно, вот я учил их правилам общежития, там, что все бутерброды там вываливаются на середину. Дети-то разного достатка-то. Ну, конечно. А все на середину. И приходилось бороться с этим. Мамашки давали, съешь, сыночек, все на середину, термоса на середину. Вот, мы начали такую историю, тогда в Москве начиналось такое движение общества охраны памятников, добровольные помощники реставраторов. Искали руки разгребать, там, знаешь, там, вытаскивать там, мусор и так далее. И мои семиклассники с 7 класса, мы начали каждое воскресенье ездить. И там через, по-моему, 50 ходок, 50 выездов давали вот такой огромный значок. Там, помощник реставратора. И вот, представляешь, мой класс, 8 класс, соответственно, сколько им там было, 15-летние, они все над комсомольскими значками, из-за чего скандал был на скандале, носили вот эти вот 50 ходок индивидуальных. Мы МХАТ восстанавливали, например, что было понятно. Мы чистили Данилов монастырь еще, когда он был... МХАТ, ты имеешь в виду вот это вот заброшен... в Камергерском. Заброшен, он тогда был заброшен, мы вытаскивали все. Было еще здание на Тверском, которое долго стояло... Потом только оно было Нет, вот настоящий МХАТ. Значит, Данилов монастырь, Донской монастырь, церковь Михаила Архангела. Меня все ругали. В Мураново ездили, в Тютчево, да, усадьба. Меня ругали, ты по церквам детей таскаешь, там меня вызывали, я комсомолец. Ведь я хотел как раз сказать, ведь большинство-то реставраций в те годы же были церкви. Церкви, но реставрация такая, доски вытаскивать, куски мрамора таскать. В Донском монастыре я как комсомоль, там дети бегают, там листья убирают и бегают по плитам. Я на них гаркнул, на своих. Это какая-то теория. Я оттуда узнал, ты сказал, не, пусть ходят по плитам. Плита для того и сделана, чтобы наступил и вспомнил. По плитам надгробном смысле? Да, да. Я не знаю, правда это или нет, но мои дети с удовольствием ходили по плитам после этого. Вот старушка, которая там была. То есть на самом деле им было все равно, где вырваться в субботу-воскресенье, подростки, да, из семьи, такие походы мест. Но потом мы садились, там опять раскладывали там пледы, накладывали себе там бутербродов. Ну, вот это такая совместная история была. Поэтому это такая семейная история. Это замечательно. Хорошо, а к истории самих этих вещей, явлений, того же МХАТа или религии, это как приобщало их или нет? Не знаю. Просто я думаю, что это их сбивало в команду. Это их сбивало в такие отношения более тесные. Потому что там же они разговаривали, там друг другу помогали. Это вот такая история. А что была, прочитал я где-то, за потрясающая для тех времен, для тех, конечно, лет история, когда вы выручали девочку, забеременевшую. Ой, ну это, господи. Слушай, я молодой парень, я вообще не понимал этого лица. Знаешь, в чем дело? Я, наверное, был, лицемерие я научился после. Так. А вот до этого я был совершенно наивный. И действительно у меня девочка в классе, в 9, то есть за год до, забеременела от парня из параллельного класса. И по неписанным правилам, ее должны были исключить, не брось, так исключить, чтобы она не ходила там, не давала дурной пример. Но формально это педсоветом должно было оформляться. Значит, собирается педсовет, весь, и, там кто-то говорит, вот Настя там, вот, надо исключить. Я говорю, почему? А я не понимаю, почему. А почему исключить? Она хорошо учится все. Говорит, как же, она там не сможет сдавать. Я говорю, будем помогать. Когда не сможет, тогда и исключайте. Да. Нет, на меня смотрят как на полного идиота.
естественно, ну, там школа, это же отчет, это все. Говорят, ну, вы понимаете, она же родит, а кто с ребенком будет сидеть, она же... Я говорю, ну как, мы дежурство установим в классе? Не дети, вот у меня решение комсомольской организации уже было, моего класса, ну, ребята такие у меня замечательные, что вот устанавливаем дежурство. Что ты думаешь, у нас... ты с ними все это предварительно как-то обсудил, ну, конечно, да? конечно. Отработал. Конечно. План И действий. у нас действительно, когда все случилось и все хорошо случилось, у нас висел список дежурных по классу и список дежурных по Насте. Боже вот мой. просто вот отстали. Ну как, если поменяться чего, все, девочка все закончила, все отлично. Не, ну вот для меня вот это вот лицемерие, что если она может учиться, ну пусть учится. Ну, действительно, совершенно просто, ну... Советский Союз, дорогая, очень... У нас секса нет. Очень, упоминая о Познере, очень лицемерные были отношения, и я как вышел в большую жизнь, что называется, вот на почте мне было комфортнее. Там что там взял, там замени меня, подмени меня, там. А здесь в идеологическом учреждении лицемерия было очень много. Я сам преподавал не так, как хотел, естественно, и чувствую себя виноватым перед ребятами, хотя там все книги, вот эти съезды, они стояли в кабинете, все из дома принес, вот эту всю литературу, и поставил, читайте. Вот, но, конечно, очень лицемерное общество было. Тем не менее, я хотел тебя как раз спросить, какой-то такой, ты давал какой-то хотя бы какими-то проблесками, да, эпизодами такой альтернативный взгляд на историю? Проблесками, да, но судя по количеству доносов, давал, скажем так. Но, конечно, во-первых, я многого не знал, это правда. Ну, это понятно. Не, это правда там, да, а поскольку я как бы до всего доходил своим умом, что очень плохо, на самом деле, надо чужой опыт использовать, и продолжаю это делать, доходить своим умом, то если я не читал, в пересказе я не это самое. Вот, опять же, Солженицына я воспринимал как литературное произведение, но как некий толчок к тому, что надо посмотреть, было, не было. Да, чтобы ему поверить, нет, такого не было. Я должен был все посмотреть, почитать, послушать рассказы и так далее, так документы почитать. У меня сейчас дома, у меня большая библиотека, но дома у меня там стену занимают документы, ну, издание документов. Вот стену, я читаю документы исключительно. Вот, читаешь и там понимаешь, что там столько вранья, именно вранья было. Вот вранья. У меня, например, сейчас вот буквально месяц назад купил всю подшивку «Огонька» военного с 41 по 45 год. Да, вот сейчас буду читать. Понимаешь, то есть надо понимать, как это было. А у тебя есть другие документы. У тебя есть документы теперь Политбюро, и ты можешь взять «Огонек» и взять в эту же неделю документ Политбюро. Что обсуждалось там, или ГКО, да, и вот сравнить, что давалось и что было на самом деле. Вот, сравнить, главное слово сравнить. Леша, а как на все на это времени хватает, я не могу понять. Я очень быстрый. Ну, действительно, если у тебя есть такая способность фотографировать страницу... Я очень быстро. Это действительно. Скажи мне, пожалуйста, не отвлекаясь еще от этой школьной поры, а кем-то из своих учеников ты гордишься? Кто-то стал такой? Ты знаешь, никем специально. Вот я с ними встречаюсь, там есть люди, которые сидят дома. Вот недавно мы встречались, из первых, я имею в виду, моего выпуска, то есть взял в 10, выпустил в 17, да, где был классным руководителем. Есть замечательные мамы, которые сидят дома. Я ими горжусь как людьми, а не как, даже слово горжусь неправильно. Я понимаю, гордишься, наверное, неправильно. Неверная история, нет. Ну, нет, наверное, так вот горжусь, тем более, что мой вклад все равно там он был, конечно, он минимальный. В основном семьи, да, и после школы уже 30 лет прошло, жизнь поломала. Но, тем не менее, связь какую-то с ним поддерживаешь, да? Ну, скорее они поддерживают со мной. Скажи мне, а вот в ту пору, как ты видел свое будущее? Какие у тебя, какой-то директор школы, или какой-то ты носил маршальский жезл? Директор школы было невозможно, потому что 5-й пункт еврей. То есть, возможно было, но для этого нужно было быть там, типа, Ямбургом, понимаешь, но это... Вот. Нет, завучем. Предел мечтаний завуч. Ну, не мечтаний, конечно. Я просто точно понимал, что с моей биографией, я был уже известным в Москве учителем истории, я был отличником народного просвещения. Меня замечен и отмечен. Я в городе был замечен и отмечен. В партию, правда, меня не принимали. Опять-таки по 5-му пункту, даже в Горбачевское время. Вот, но, а ты пытался, хотел? Нет, я не пытался, я аккуратно узнавал. Я узнал, а вот если уже в Горбачевское время, сказал, не-не-не, комсомол, у меня 28 лет, и до свидания. И слава богу. Вот, то есть здесь карьера была учителем. И очень смешно,
на 85-летие Михаила Сергеевича Горбачева сказал Сережа Бунтман. Он сказал: Михаил Сергеевич, я хочу выпить за то, что вы нам всем сломали жизнь. Владимир Венедиктов был бы отличным завучем. Хорошо бы, спокойно бы жил. Был бы уважаемым человеком. А сейчас что? Трепет со всех сторон. Я бы там переводил бы какие-нибудь сонеты средневековых трубадуров. А сейчас что? Вот всем нам сломали жизнь. Это действительно так. Но это правильные, вот, очень хорошие поэтому слова. Я точно понимал. Ну, во-первых, у меня в 83 году мама с сестрой уехали из страны, эмигрировали по еврейской линии, но уехали в Штаты. И у меня был выбор, и я отказался. Я хотел остаться в Москве. Я мог уехать. В 83 году это было очень сложно, андроповское время. Да, Тем не менее, они уехали по приглашению, а я остался. У меня был выбор, меня уговаривали. У меня был выбор, это моя страна говорила, я высоко-пафосно, наверное. Я уже 5 лет работал в школе, да. Не мог бросить детей. Пафос не мог иногда бросить нужен, особенно в таких вещах. Да. То есть это был сознательный выбор. Вот. Поэтому я понимал, что я вот пошел на завуча. Это называется «пошел на завуча». Замечательно. Скажи мне, а что такое, раз уж мы заговорили о Горбачевском времени и самое, что называется, ко Христову дню яичко, потому что еще на памяти день рождения, годовщина Михаила Сергеевича. Скажи мне, как ты воспринял начало этих перемен? Для меня Горбачев, опять-таки, он пришел как в профессию. То есть, грубо говоря, перестали писать доносы. Это 80, соответственно, 7-й год, скажем, да, когда стало... 6-й год Чернобыль, когда он открыто стал обсуждать Чернобыль. И мы с детьми, я как сейчас помню... А 85-й это ты все еще... И в 85-й Нет, как никакой. Ты... Нет, пришел он другой. Слушай, они там менялись, там... Так, пришел человек, который стал выходить к людям, говорить с ними. Это болтуны. Я воспринимал абсолютно болтуны, ничего не менялось. Я еще раз говорю, я же историк. В смысле, я человек... И вдруг, значит, понеслось открытие документов исторических, реабилитация. Это касалось моей профессии. Не моего гражданского чего-то. То есть я мог говорить фамилию Бухарин спокойно. Конечно. Да, и мы обсуждали экономические теории Бухарина. То есть с детьми, старшеклассниками. Мы говорили о Троцком. Это же самая смешная история. Это в советской энциклопедии было слово троцкизм, но не было статья троцкизма, но не было Троцкого. Вот, понимаешь? То есть, на самом деле, первое, что пришло ко мне, это пришла профессия, да, то есть, это вот, я вернулся, как бы, вот, стал более свободен, совсем свободен в преподавании истории. Потом... Кстати, а ученики как это восприняли? Им это было интересно, то, что они почувствовали, что открылся какой-то такой... Смотри, они же быстро очень росли, да, одно дело 85-й, другой 87-й, 8-й, 10-й, это разные люди. То есть, они это воспринимали как должное. Я... Думаю, что это все воспринималось, в 86-м еще нет, а в 87-м уже да. Вот эта история. После чего начались, я думаю, с 88-го года вот эта история, она перешла в политику для меня, потому что начался Карабах, первая публичная вот эта история. И на съезде учителей, всесоюзном съезде учителей, когда выступал учитель из Армении, я был делегатом, выступал учитель из Армении и говорит, что вот очень плохо преподают историю Армении в других республиках. У нас же был Тигран Великий, и вдруг вскочил парень, как выяснилось, азербайджанский, не было никакого. Я так, вы о чем, ребята, у меня в голове не было, понимаешь? У меня в голове не было, ничего об этом не знали. Ничего, да, что у них вот так вот, все вот так вот. И вот это пришла политика. И я уже стал следить уже там за съездами, за съездами не как историк уже, как историк я и так следил, как гражданин. И в 89 году, когда Ельцин пошел избираться, уже, я следил за всей этой эпопеей Ельцина, не участвовал, в 89 году в школах же шло голосование, там его избирали в Москве, по Москве, и там уже я принимал участие, в смысле организации, избирательной комиссии. Вот, столкнулся с доверенными лицами и Ельцина, и его противников, разговаривал, гонял с ними чаи, разговаривал про политику, уже не со школьниками, не в своем круге, а с незнакомыми людьми. Ну а в 90-м году меня Сережа Бунтман позвал, когда были каникулы, на радио, которое только что возникло, сказал, вот у тебя еще 10 дней каникул, ты же все равно болтун, как школьник. Тебе все равно рассказывать, интервью брать. Давай ты поработаешь 10 дней на нас. И мое первое интервью было как раз с Кезиной, который был глава департамента образования Москвы, про новый учебный год, про исторические программы. А дальше пришел на 10 дней и задержался на 25 лет. Пошло-поехало. Да, то есть вот пошло-поехало.
Так, то есть, в общем, это был какой-то такой логичный и закономерный уход из профессии, в которой сколько лет ты проработал? Нет, я понимаю, что ты продолжал еще какое-то время. 8 лет да. одновременно я работал и на радио, и в школе, но я 20 лет работал в школе. 20 лет в школе. Да. Ну, как-то тяжело было с этим рвать? Ну да, конечно, но, ты знаешь, я терял квалификацию, потому что, во-первых, я не успевал следить за всем, ну, да. Во-вторых, у меня была масса историй, когда я должен был бросать детей надо готовить к экзаменам, это безответственно. То ты в Чечню уехал, понимаешь, тебя послали, то тебя по пейджеру там вызывает, и там встреча с президентом Ельциным, да, там посреди урока, там надо все это дело, как бы, что-то делать. То есть я начал халтурить, я ненавижу халтурить, и я пришел, и когда меня избрали главным редактором в 98 году, я испытал огромное облегчение, потому что я понял, я точно не смогу совмещать главное редакторство и школу, и я там сокращал нагрузку, мной были недовольны мои коллеги, потому что я на них перекладывал, говорю, замените меня, я вот должен. Вот, и я вот в тот год, там, в марте меня избрали, 98-го, а с 1 июня я ушел. Не хватает учительства? Нет, сейчас, во-первых, а главный редактор... Нет, это я понимаю, да. Но вот в буквальном смысле все-таки... Я бы сейчас не смог вернуться в школу, я потерял квалификацию, тем более, что сейчас... Дети, судя по моему сыну, они по-другому надо преподавать. Преподавание, не школа в кризисе, а преподавание в кризисе. Учителя не знают, как преподавать, что им надо. И это во всем мире так, да, потому что развитие интернета, соцсетей, оно приводит к тому, что учитель не понимает своей роли. Роль сменилась. Ну да, конечно. Да, поэтому это нужна полная перезагрузка, я на нее пока не готов. А кто-нибудь вообще готов? Ну, я не знаю. Мне кажется, я обсуждаю в профессиональной среде, поскольку я член общественного совета при Министерстве образования, и встречаюсь с директорами школы, и на радио делал передачу про школу. Ну, очень много инерционного. И там, я тебе говорю, вот про 300 спартанцев, опять же, да, там, пятиклассники, условно, они уже посмотрели фильм, и один, и другой. Они, если им надо, там, залезли в Википедию, им уже не нужно, и им не нужно снимать зал, идти куда-то и так далее. А что должен делать учитель на уроке про 300 спартанцев? Когда у тебя дети знают шире. Не глубже, а шире. Вот как это все, я пока не знаю. То есть если я освобожусь от всего, я смогу заняться этой задачей, но пока у меня в голове это не укладывается. Ну, видимо, действительно, как надо радикально менять систему преподавания. Да, а это значит, нужно менять квалификацию учителей. Всех. Ну, конечно. Скажи мне, пожалуйста, такой, так сказать, легкомысленный вопрос. Вот этот вот имидж, он... Это клетчатая рубаха твоя вечная, значит, такая борода полумушкетерская, не знаю, какая прическа, ну, прическа уж явно такая мушкетерская. Да, он возник, насколько давно он возник и насколько... так импровизационно, вот так что скажем. Борода точно возникла импровизационно, это школа, даже не школа, это институт, просто лень было бриться. А потом один раз на спор с учеником 8 класса я сбрил бороду в школе. Один раз. Вот, после чего меня все стали уважать. Ни разу. Вот. И клетчатые рубашки, они сначала возникли случайно, естественно. Потом, конечно, это уже тщательно выбранный имидж и обыгранный. Вплоть до того, что когда 1 сентября ребенок пошел в 1 класс, и мама ему притащила, естественно, белую глаженную рубашку. Сказала: мама, мы Венедиктовы в клетчатом ходим. Что, с ума шла? И пошел первый раз в клетчатый. В клетчатый, в костюмчике, но в клетчатый. Вот он уперся, и все. Значит, мы уперты. Ну да, имидж, да, но я вполне могу и другие носить. Ну, что-то привык и привык. Знаешь, это вопрос привычки. Вопрос привычки, но тем не менее, по-моему, я открываю сегодня вот шкаф, да, открываю, у меня там висит там 20 клетчатых рубашек, там, и там 2 белых. Ну что, я белый буду? Я взял клетчатую первую, которая там мне показалась сегодня. Но тем не менее, ты их как-то все-таки коллекционируешь. Я коллекционирую, я покупаю, я сам покупаю, Стремишься не повторяться. Да, конечно. Ну, особенно это важно там, потому что ты понимаешь, что сейчас у всех уклиповое сознание, чтобы тебя запомнили, нужно чем-то выделиться. Визуально. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности», гостем которого стал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Это была первая часть нашей беседы, в которой мы говорили о юных годах моего собеседника с радио и с политикой не связанных. А вот во второй части, которая выйдет ровно через неделю, поговорим о дне сегодняшнем, об эхе Москвы, о Кремле и о многом другом. Добавлю, что нашу программу вы теперь можете смотреть на телеканале «Настоящее время», который транслируется через спутник Hotbird. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.